Добрый день, уважаемые участники! Мы рады вас приветствовать на портале Правмедиа в прямом эфире. И сегодня тема нашего с вами эфира – это порядок прохождения автотранспортных средств через пункты пропуска. Мы созвонились с представителями Комитета госдоходов, потому как достаточно тема актуальна на сегодняшний день. Более того, мы собрали ряд вопросов, на которые в том числе даст ответы уважаемый спикер Габит Уразов, руководитель управления координации пунктов пропуска Департамента таможенного контроля Комитета госдоходов Министерства финансов Республики Казахстан. Габит расскажет вначале, а потом мы перейдем уже к ответам на вопросы, которые мы собрали от вас, граждан, до проведения прямого эфира. Габит, вам слово. Начнем. Здравствуйте всем. Очень приятно видеть, слышать вас. В целом, хотел осветить вопрос относительно... Сегодня прекрасно понимаете, знаете, что прохождение автотранспортных средств через пункты пропуска, он наиболее становится актуальным. Соответственно, хотели немножко добавить информации в этом направлении. При прибытии автотранспортных средств из третьих стран через пункты пропуска таможенной границы ЕС, в первую очередь участник внешнеэкономической деятельности, то есть декларант, перевозчик, формирует предварительную информацию. Предварительная информация содержит в себе все сведения о транспортном средстве, которое передвигается товар, о товаре, в том числе и другие товаросопроводительные документы. Предварительная информация для чего предоставляется? Это предоставляется для того, чтобы таможенные органы, в том числе другие контролирующие органы на пунктах пропуска, могли предварительно, получив информацию, проанализировать и, образно, простыми словами, если говорить, подготовиться к проведению таможенных операций. То есть, когда предварительная информация поступает, таможенные и контролирующие органы могут предварительно все, как бы скажем, контрольные функции подготовить, и когда при прибытии, если у декларанта отсутствует товар, то есть, который запрещенный, либо же не подпадающий под систему управления рисками, то беспрепятственно может перемещаться. То есть теперь по предварительной информированию подается за 2 часа до прибытия на автомобильных пунктах пропуска. На железнодорожных и авиатранспорт там согласно технологическому процессу именно станции, да, железной дороги, также администрация аэропорта. Теперь по прибытии. Автотранспортное средство прибывает. После прибытия обязательно перевозчик должен уведомить в течение часа таможенный орган о прибытии транспортного средства. Это необходимо знать. Почему? Потому что у нас пункты пропуска на казахстанском участке границы с третьими странами, да, ну, с Узбекистаном, с Китаем, там, с Туркменистаном у нас есть, они по специфике, по расположению и по инфраструктурному, скажем, направлению разные. Соответственно, в некоторых пунктах пропуска, если взять пункт пропуска Нуржула, там инфраструктура немножко иначе. То есть, кто на Нуржула перевозки осуществляет, перевозчики, они прекрасно знают, по прибытии сперва стоит пограничная служба. После пограничной службы есть участок территории, где осуществляется осмотровые контрольные функции пограничными службами, и после этого только перемещается уже в зону таможенного контроля, где уже начинается уведомление о прибытии таможенного. То есть вот этот промежуток времени должно в течение часа производиться. Если более часа, то, получается, возникает ответственность, административная ответственность перевозчика либо декларанта. Здесь теперь по прибытии уведомляет таможенный орган, после уведомления таможенного органа
таможенный орган уже все автотранспортные средства уже фиксирует. Соответственно, с этого момента, с момента уведомления, у перевозчика либо декларанта есть 3 часа времени для произведения таможенного декларирования либо помещения на временное хранение, то есть на СВХ. Тоже обязательно надо знать. Почему? Потому что много фактов, когда перевозчик после уведомления как заходит на территорию, бывают разные случаи. Водитель оставляет машину, там долго там, ходят по территории, бывает сутками, там, бывает неделями, бывает. То есть для чего я это говорю? Сейчас все вы прекрасно знаете, что главой государства, также руководством нашего министерства, комитета ставится задача, чтобы мы максимально обеспечили ускоренное прохождение автотранспортных средств через пункты пропуска. В том числе, тем более, наша страна является транзитоориентированной. И у нас уникальная возможность, например, увеличить товаропотоки в Центральную Азию, Европу. Вот сейчас, вот, конечно, динамика у нас рост имеется, но у нас потенциал еще больше есть, можем еще больше увеличить. Соответственно, хочу попросить относиться на эти вещи и знать свои права, когда вы будете пересекать через пункты пропуска. То есть дается с момента уведомления 3 часа. Образно говоря, эти 3 часа вы можете потратить на проведение интегрированного контроля. То есть после уведомления уже автотранспортное средство начинает проходить процедуру интегрированного контроля. Что такое интегрированный контроль? Само слово говорит, да, интегрированное — это объединение нескольких функций в одно. То есть это есть функции транспортного контроля, есть функции радиационного, есть функции фитосанитарного, есть функции ветеринарного контроля, да. Вот. Объединение этих функций называется интегрированный контроль. То есть на стадии после прибытия проходит, при прибытии обязательно на транспортное средство оформляется таможенная декларация на транспортное средство, потому что это является транспортным средством международной перевозки. То есть если, например, иностранный автотранспорт заходит, у него право находиться на территории ЕАЭС там, 3 месяца, 90 дней. В течение 90 дней данный транспортный средство должен покинуть территорию ЕАЭС. Если таким образом на данное транспортное средство оформляется временный ввоз. Временный ввоз — это вот как раз оформляется путем таможенной декларации на транспортное средство. Вот. Далее, в процессе интегрированного контроля проходит радиационный контроль. Радиационный контроль — это вот в основном случается на железнодорожных пунктах пропуска. Сработки бывают, потому что вот керамические вещества на контейнерах, когда перевозят, бывает там фоны остаются, и они как бы срабатывают. Иногда там керамические товары перевозят, на них тоже могут срабатывать. Но на автомобильных пунктах пропуска это редкость, но тем не менее данный контроль функции имеется на пунктах пропуска. Далее автотранспортное средство проходит сканирование, инспекционно-досмотровый комплекс, где, образно говоря, сканируется транспорт и видно силуэт товара. То есть можно там анализировать и определять определенные риски. Далее проходит транспортный контроль. Транспортный контроль, вы все прекрасно знаете, это осевые нагрузки, весогабаритные параметры измеряются. Но это все у нас автоматизированно делается, но в основном перевозчики при прохождении несколько раз некоторые недобросовестные водители бывают, и в том числе и, там есть определенная скорость прохождения через весовой контроль. Эту скорость необходимо будет соблюдать. И когда водитель не соблюдает эту скорость при прохождении именно арки весового контроля, происходит сбой в системе. То есть система может не успеть считать. И просьба соблюсти скоростной режим при прохождении весогабаритных параметров. Также вот здесь бы хотел отметить относительно крупногабаритных
автотранспортных средств. Зачастую на пункт пропуска прибывают крупногабаритные автотранспортные средства, которые не проходят сканирование. Соответственно, указанные автотранспортные средства должны получать специальное разрешение в инспекции транспортного контроля, которое выдается. Когда данный автотранспорт прибывает, у них на руках наличие они должны быть, потому что до самого пункта пропуска, с момента, где вот у нас же территория Казахстана не начинается же именно, где вот пункт пропуска. В территории Казахстана есть нейтральная зона, например, скажем, Китай или Узбекистан. Вот пункт пропуска Узбекистана сразу впритык пункт пропуска Казахстана не стоит же, есть нейтральная территория. На нейтральной территории есть поделенная там узбекская сторона и казахстанская сторона, либо китайская сторона, казахстанская сторона. Вот эта казахстанская сторона, например, в разных, например, на узбекской стороне или на китайской, они разные. Там где-то 5 километров, где-то 6 километров, где-то 2 километра составляет, там, в зависимости от географического расположения пункта пропуска. Соответственно, вот эта территория является территорией, казахстанской территории и считается дорогой общего республиканского пользования. Соответственно, когда передвигается по этой дороге, получается, фактически при прибытии к пункту пропуска у него наличие у перевозчика зачастую не бывает, отсутствует разрешительный документ на транспортное средство. Просьба заранее, заблаговременно получить спецразрешение, о котором я говорю, потому что мы тогда вынуждены будем привлекать к административной ответственности, потому что это установленная норма таможенным законодательством в области транспорта. Соответственно, мы должны будем реагировать. И хотелось бы вот эту вещь тоже понимали и знали наши перевозчики. Далее, после прохождения транспортного контроля, то есть здесь не обязательно последовательно, здесь можно параллельно все контроли проходить. То есть гибкость должна заключаться в том, перевозчик не должен где-то ограничиваться. Для него должны быть все дороги как бы открыты. То есть прозрачность должна быть обеспечена в пункте пропуска. Соответственно, вы можете проходить, например, параллельно и ветеринарный контроль. Тем более ветеринарный контроль у нас осуществляется Министерством сельского хозяйства. Это другой государственный орган. Тем не менее, они дислоцируются непосредственно в пункте пропуска. Те товары, которые подпадают под подконтрольные товары, под ветеринарный либо фитосанитарный контроль, они могут параллельно проходить функции контроля. Далее санитарно-карантинный контроль. Это в основном касается госрегистрации, где товар когда подлежит, к примеру, или там, если это товар, что не наносил вреда здоровью человека, к примеру, разрешительных документов в этой области. Но после размещения, то есть по выбору декларанта либо перевозчика, автотранспортное средство с товаром может поместиться на временном хранении, либо декларант может подать таможенную декларацию. Таможенную декларацию, там, декларация на товар, это импорт 40, и либо транзитную декларацию, если перемещается транзитом через Казахстан, либо на внутренний таможенный пост внутри Казахстана. Вот. Далее, при подаче декларации имеется уже система управления рисками в таможенных органах. Система управления рисками, если на определенный товар срабатывает, тогда применяются меры, досмотр, в зависимости от рекомендаций системы управления рисками. Это может быть таможенный досмотр, это может быть экспертиза может быть, либо же подтверждение дополнительной информации по таможенной стоимости товара. Да? Вот. Далее, после прохождения всех этих операций, уже проводится выпуск декларации. И автотранспортное средство может покинуть пункт пропуска. То есть сейчас у нас с вами задача максимально, то есть по крайней мере перед Комитетом государственных доходов стоит задача как основная обеспечение
ускоренного прохождения автотранспортных средств через пункты пропуска. Вот. Если какие-то административные барьеры, если вы столкнетесь, то прошу, есть колл-центр Комитета государственных доходов, можете обращаться. Далее вот хотел вы еще можете сказать. назвать номер колл-центра, чтобы наши зрители его услышали и обратили. Я думаю, сейчас... Давайте сделаем как. Мы просто после проведения прямого эфира оставим эти данные, то есть куда можно будет обратиться, касательно, если есть какие-то административные барьеры, куда можно будет позвонить, куда можно будет написать, может быть, написать куда-нибудь в чат-бот. Лучше сделаем так. Хорошо, хорошо. Потом при убытии автотранспортного средства, в принципе, аналогичные процедуры, но единственное, при убытии на сегодня система управления, система электронной очереди у нас уже реализована. То есть в основном на китайской стороне, то есть с Казахстана в сторону Китая у нас основной процент это пустые автотранспортные средства порожние, а на границе с Узбекистаном это 50 на 50 можно сказать, там где-то с товаром убывает, где-то пустыми убывает автотранспортные средства. Реализована система электронной очереди, то есть автотранспорт при убытии должен в обязательном порядке зарегистрироваться в системе электронной очереди. И с третьими странами на границе, то есть это с Китаем, Узбекистаном и Туркменистаном, реализовано уже начиная с ноября 2022 года до полугодия 2023 года, это полностью мы внедрили. Сейчас уже на российской границе уже, если не ошибаюсь, на 5 таможенных постах система уже как бы реализована. В принципе, у меня вкратце все. Можем переходить к вопросам. Да, к самому интересному. Это, конечно, вопросы, которые поступили у нас от заинтересованных лиц. До мероприятия мы собирали вопросы, отправляли они на Сурак ПРГ-КЗ. Для наглядности я сейчас запущу презентацию с этими вопросами, чтобы можно было наглядно их видеть. Я надеюсь, видно. Да, все видно. Вот, Габит, вы говорили, и многие, кто говорят у нас, да, по поводу электронной очереди. А на каких основаниях была внедрена электронная очередь? Ну, тут кто вот перевозкой во время пандемии занимался, они прекрасно знают, особенно на китайской границе, какие проблемы были с перемещением автотранспортных средств через пункты пропуска. Вот есть яркий такой пример к тому, что я говорю, да, на границе с Китаем, пункт пропуска Нуржолы и Калжат, там пункт пропуска есть, Бахты есть, на всех, в принципе, пунктах пропуска остро стоял вопрос перемещения автотранспортных средств. То есть очередь был до 2000 автотранспортных средств вдоль трассы. И это протяжение, 2000 автотранспортных средств, это 50 километров примерно, насчитывали. Да. 50 километров. И социальное напряжение, криминогенность, этот левый ряд, какие-то авторитеты, которые решали, всякие теневые какие-то обороты, стоимость фрахта доходила до 45 тысяч долларов США одной перевозки. Ну, образно говоря, к примеру, я должен 45 тысяч долларов заплатить водителю, какому-то водителю, у которого есть, например, фура, да, он заезжает и мне перевозит мой же товар, который находится в Китае. Вот сумма фрахта. И это не обязательно, чтобы он там довез до Алматы, там, он хотя бы на казахстанскую сторону перевезет все, к примеру. Стоимость проезда в тот период времени могла составлять до 45 тысяч долларов, там, не знаю, 10 километров. Золотые 10 километров. Да, вы верно сейчас отметили. Теперь, это из-за чего возникло? Потому что Китай в день
В начале, когда пандемия началась, они вообще машины не пропускали. Потом, через некоторое время, 5 машин, 10 машин, мы потом постоянно Китаем переговоры проводили, и мы увеличили. Ну, вот сейчас сегодня уже как бы с этим проблем как бы нету, да. Ну, то есть возникло из-за чего? Вот постоянные вот эти постоянные наши перевозчики, ну, образно говоря, там вопросы возникали. Да, здесь Китай ограничил проезд, но мы должны были что-то как бы решать эту проблему. И задача стояла решить эту проблему. И тогда как раз на уровне правительства был утвержден, ну, подписан протокол. Там как раз участвовали все причастные министерства, цифровизация, Минфин, Министерство транспорта, Комитет национальной безопасности, Генеральная прокуратура, АФМ в том числе были. И закрепили протокол, решение приняли внедрить систему электронной очереди. И после этого, конечно, мы опробовали несколько вариантов, немножко не получалось, честно говоря, но со временем мы уже, ну, в принципе, в оперативном порядке в течение полугода мы уже этот вопрос, как бы уже, можно сказать, концепцию какую-то уже выстроили. То есть у нас есть акционерное общество, информационно-учетный центр, это при Минфине. Мы привлекли эту компанию, они разработали, полностью прописали логику, они нам разработали систему эту, и эту систему, когда полностью они закончили, вот я то, что говорю, в 2022 году его начали уже внедрять. То есть вначале выглядело как-то примитивно, то есть она воспринималась. Всегда же так, что-то новое всегда критично воспринимается. А когда да, потом вот даже в новостях об этом было, мы же держим руку на пульсе. Да, мы знаем прекрасно, что много-много выезжало, делегации встречались, договаривались, потому что действительно проблема была, и социальный градус рос, потому как уже и наблюдался в некоторых вещах дефицит. Да, и это выгодно было, да, то есть невыгодно было именно внедрение системы электронной очереди для тех отдельных лиц, которые непосредственно занимались перевозкой. Ну, к примеру, как это было? Например, компания крупная какая-то, у него есть там автопарк 500 машин, да? Они обращаются к нашим гражданам, да, ну, лицам Казахстана, которые берут на себя ответственность протащить этот автотранспорт и, ну, то есть переместить через пункт пропуска автотранспорт, ну, за определенную сумму, и данное лицо там, всеми правдами и неправдами пытается, как бы скажем, направить этот автотранспорт, там, переместить, да. А в этом случае очень много коррупционных рисков, например, возникало тоже. И с учетом этого все моменты мы учли, и мы электронную очередь сделали путем бронирования. Сейчас, на сегодняшний день, к примеру, ну, я просто предысторию рассказываю, чтобы примерно понимание было, из-за чего сейчас вопрос вот задают же о том, что на каких основаниях. Вот основаниями явились вот именно вот те вопросы, которые поднимались нашими перевозчиками. Именно вот эта трудность, которую они тогда, ну, пережили, да, скажем. Ну, возникла проблема, ее надо было решать. Надо решать, да. И тем самым то очень удобно сделали, через мобильное приложение реализовали эту систему. Сейчас любой человек может свой автотранспорт, например, зарегистрировать через свой сотовый телефон. Но при этом данная система полностью интегрирована со всеми базами данных госорганов, что и обеспечивает полностью прозрачность перевозочного процесса. То есть какие-то теневые моменты здесь все исключены уже. Где-то 15 госорганов уже интеграция полностью сделана. По 6 госорганам интеграция частично уже завершена. Сейчас уже дорабатывается. То есть эта процедура например, до сих пор дорабатывается и развивается? Конечно, но то, что дорабатывается, она уже, как бы скажем, никак уже на полноценную перевозку уже отрицательное свое влияние не имеет. Но мы его доработаем и реализуем.
Тут вопрос элементарно, например, человек сколько раз привлекался к административной ответственности, все эти данные выводятся. Если человек даже в розыске, мы автоматом увидим за счет интеграции, потому что это будет интеграция с МВД. Это очень хорошо, это цифровой Министерством Казахстан транспорта. Да, также в этой же системе сейчас реализовано, вот сейчас вопросы по дозволам, да, индивидуальным бланк иностранный бланк разрешения. Вот, по иностранному бланку разрешения вопрос. У нас в этой системе мы его реализовали, то есть автоматизировали. В чем вопрос, то есть негативная часть выдачи дозволов у перевозчика возникал, потому что крупняк, например, который я говорил, автопарк имеет там более 100 машин, он все дозвола забирает, потом ходит, перепродает. Да, вот, кстати, была такая проблема по этому поводу. Да, большим суммам. Сейчас это актуально же поднимается же, это вопрос. Актуально, да, это поднимался вопрос. Да. И перепродают, да, например, ну, я, если не ошибаюсь, там $2000 доходило. Да, до $2000 доходило. При этом этот бланк сам по себе сколько стоит? Ну, один МРП, это 3000. Сбор, 1 МРП стоит, да. Это на законодательном уровне 1 МРП, который уплачивается в бюджет государства. Теперь, получается, с Китаем на границе мы реализовали автоматизировали данный процесс. То есть водитель через, опять же, мобильное свое приложение может заявку подать и получить автоматизированный дозвол, номер. Когда фактически прибывает на границу, только тогда ему в руки дается. Тогда у него возможности нет его перепродать. Он когда уже пересечет границу Китай, потому что Китай же отметку поставит, все это дозвол уже не актуально, в системе его номер уже все аннулировано. Соответственно, уже все, эти все моменты отрицательные здесь исключены как бы. Вот. Это хорошее решение, кстати, этой проблемы. Да, мы сейчас этот вопрос собираемся уже прорабатываем, сейчас уже совместный приказ подписали, Минфин уже со своей стороны согласовал, на узбекской границе тоже. Но на узбекской границе мы планируем его реализовать, даже вот выдачи на посту на руки не будет. Потому что у нас уже есть интеграция с Узбекистаном, вот как раз реализует же акционерное общество информационно-учетный центр, который при Минфине, они синтегрировались информ-системой Узбекистана, за счет этого уже вообще бумажного оборота там нету. То есть это цифровое? Цифровой, да, потому что здесь вопрос в чем? С Китаем-то интеграции нету, из-за этого Китаю приходится показывать их бланк, чтобы они удостоверились. А здесь Узбекистан уже за счет интеграции уже видит в системе о том, что данный бланк уже выдан такому машине. Все, необходимости обмена бланками нету. Соответственно, здесь она уже полностью бумажный оборот исключается дополнительно. Как бы. Да, мы видите, этот процесс, как потом плавно будем перешли из Китая будем интегрироваться и дальше там тоже реализовывать. Ну, в первом полугодии текущего года планируем эту работу провести. Ну, может, и раньше получится. Да, замечательно. Уверен, что это получится. Давайте переходим к следующим вопросам. Мы как-то вот плавно по этой теме перешли уже к дозволам, да, так называем. Да, действительно, это была проблема, и очень радует то, что эта проблема решена достаточно оперативно и достаточно таким эффективным способом. Здесь можно еще раз по системе электронной очереди отмечу. Здесь система электронной очереди за счет интеграции с Министерством транспорта, Казавтожол, со всеми системами определяем, у кого имеются долги за проезд по территории РК, да, платные дороги. По платным дорогам. Да, по платным. Ну, в основном это на иностранных автоперевозчиков приходится. И пока долг свой не оплатят, перевозчик не сможет зарегистрироваться в очереди. На сегодня в целом слоты, например, есть слоты. Каждый день, например, на каждый день, к примеру, на пункте пропуска Нуржола 500 машин, на других автомобильных пунктах пропуска по 300 машин, например, у нас поставлено, и это в зависимости от интенсивности. И этого достаточно. В день у нас примерно, например, в пиковое время, например, забивается 400-450 на выход автотранспортных средств, то есть заторов нету. И тем более, к примеру, если, например, перевозчик
хочет, например, ну, там еще функция имеется такая, что, например, перевозчик, он может заранее, например, забронировать, скажем, вот сегодня 15, да, забронировал на 23 число февраля, но 23 каким-то образом у него не получается, да, поехать. У него есть возможность заранее при бронировании указать предварительно других же водителей, там, родственников, там, чтобы они могли за него осуществить перевозку. То есть с учетом человеческого фактора. 6 человек, да, дополнительно 6 человек можно там регистрировать. То есть если определенный водитель сам не сможет, то может другой поехать, которого он ранее указал при бронировании. И это Все, бронирование он может там поменять, например. Все, Габит, принято, идем дальше. Следующий вопрос. Какие товары не допускаются к перемещению через таможенную границу ЕАЭС? Достаточно такой актуальный вопрос. Ну, да, правильно, очень хороший вопрос. Здесь, вы же знаете, таможенные органы не только осуществляют фискальные функции, но в том числе и связанные с национальной безопасностью тоже, да, в рамках своих компетенций. Есть решение комиссии у нас, коллегии ЕАЭС номер 30, где указан перечень товаров, запрещенные к ввозу. К этим товарам, например, это основные озоноразрушающие товары туда относятся, там отходы какие-то опасные, оружие, в том числе боеприпасы, также запрещенные к ввозу там информационные какие-то материалы и аудиозаписывающие там устройства, ну, иные там другие носители бывают же, которые вот. И другие виды товаров, ну там перечень большой, в принципе, я вот об основных, которые я говорю, в принципе, ну, такие товары, они запрещены просто. Спасибо. Следующий вопрос. Какие упрощения внедряются Комитетом госдоходов для перевозчиков при прохождении границы с третьими странами? Ну, упрощение у нас очень много сейчас комплексных работ Комитетом госдоходов проводится. Это вот в том числе одну из них я сейчас вот отметил, это вот электронная очередь. Также Е-окно было реализовано, через которую можно получить разрешительные документы, где интегрированы несколько государственных органов, соответственно, подав туда заявку, участник внешнеэкономической деятельности может получить услугу сразу с одной точки. Также на сегодня логистический процесс у нас развивается очень сильно. К примеру, недавно буквально на Алакуле Достык авто, пункт пропуска Алакуль, там открыли дополнительный логистический центр, склад временного хранения большой, ну, транспортно-логистический центр. Там как раз для распределения потоков. То есть пропускная способность у нас, если этого пункта пропуска, например, по техническому его паспорту 80-90 машин составляет, то на сегодня в среднем 180 машин мы 2 раза увеличили. И с учетом открытия вот этого ТЛЦ нового, мы пытаемся его еще в 2 раза увеличить, то есть до 500 машин. Ну, как бы это наш ориентир. Тем более сейчас пропускную способность необходимо увеличивать. И скорость прохождения тоже. И также проводится работа по пересмотру технологии прохождения. Например, в пункте пропуска Нуржула, ну почему я Нуржула говорю, потому что это самый основной автомобильный пункт пропуска, где вот в день перемещаются свыше 1000 машин в пиковое время в одну сторону. И там мы немножко логистический процесс пересмотрели в удобство перевозчиков, то есть сразу, чтобы мог заехать после прибытия в пункт пропуска, чтобы автотранспортное средство мог сразу заехать в ТЛЦ, чтобы пункт пропуска освобождать для других автотранспортных средств. И мы отменили сканирование всех легковых автотранспортных средств
через рентген-снимки того же весового, того же ЕДК, инспекционно-досмотрового комплекса. И отдельные коридоры выстроили для них, ну, чтобы быстро проезжали. Спасибо. Также вопросы по у нас цифровизации. Сейчас вот сильно мы развиваем вопрос по цифровизации. Сейчас у нас информационная система в комитете прорабатывается, сейчас прописываем логику. Мы хотим полностью автоматизировать бизнес-процесс. Дорожная карта уже подписали. Все, начиная от предварительной информации, то есть предварительная информация, она будет как за основу, и на данных уже указанных предварительной информации, чтобы все операции уже автомат проводил, автомат. Если данный товар уже там, соответственно, код же будет указан, по коду, по наименованию, не под систему управления рисками, этот товар, чтобы вообще не задерживался и автоматом получал, как бы, ну, ускоренно проходил через пункты пропуска. Также отмечу, это вот самое основное у нас, скажем, основная мера, которая на сегодня масштабная. Реконструкция идет. У нас же пункты пропуска, многие пункты пропуска, они устаревшие же были. Сейчас идет реконструкция, уже 30%, 40% уже работы проделано. 9 автомобильных пунктов пропуска, одного железнодорожного, и в том числе идет стройка главного диспетчерского управления комитета. 9 автомобильных пунктов пропуска это на южной границе, то есть на границе с Узбекистаном, с Китаем и с Туркменистаном в том числе. То, что главное диспетчерское управление, которое я говорю, это то подразделение, которое централизовало в себя все операционные процессы таможенного контроля. То есть вопросы, связанные с ценовой политикой, вопросы, связанные с досмотром товаров, все централизованы в данном подразделении. Это все? Как бы, да, часть проводимых работ. Еще другие работы у нас другими же подразделениями комитета государственных фондов очень много проводится. А всех сейчас, если могу, конечно, да, я говорить. думаю, это можно прям отдельный эфир посвятить. Ну, что, какие хорошо. меры. Ну, да, я вопрос, готов, если да, достаточно обширный, готовы. да, давайте мы сделаем. Следующий вопрос. Вопрос 4. Сейчас, минуточку. В прямом эфире мы. Тут просто все. Следующий вопрос касательно негабарита. На сегодняшний день перевозчики крупногабаритных автотранспортных средств из-за своих больших габаритов сталкиваются со сложностями, связанными с прохождением их через таможенные посты. Как быть с этим? Так, крупногабаритные автотранспортные средства, да? Ну, я вот крупногабаритные автотранспортные средства, я вот выше отмечал, да, какие, ну, для них в первую очередь до прибытия в пункт пропуска из третьих стран, чтобы на руках было специальное разрешение. То есть документ разрешающий. Теперь по сложностям. Сложность в том, что на сегодня только пункт пропуска Нуржелом может как бы ну, инфраструктурная способность его может, скажем, обеспечить больше перемещения данных автотранспортных средств. И пункт пропуска Халжат сейчас на, как я говорил, на реконструкции. И с учетом этого сейчас на Халжате, пока мы временно этот процесс прекратили, но мы эту проблему поднимали, знаем, мы эту проблему и обсуждали. Это в основном получатели юридические лица Узбекистана и Таджикистана. И сейчас вот Азербайджан как раз подключается, и у нас ожидается перевозка крупногабаритных автотранспортных средств еще больше. То есть это в основном лопасти вот эти длинные.
Теперь на Калжате сейчас начата уже работа по постройке отдельной дороги для них, для крупногабаритных, то есть именно для лопастей, потому что вот сейчас в основном, я так думаю, это вопрос поднимает те перевозчики, которые перевозят именно установка для ветрогенераторов. У них Да, вот, лопасти кстати, в длинные, там, Алматинской области, Западная Европа, Западный Китай, вот в основном по этой дороге перевозят вот крупногабаритные. Порой да, бывает, да, вот как раз вот там длинные, где-то они есть, доходят от 60 до проезжают. 100 метров, да. И, Да. соответственно, для них уже начата работа, но ориентируемся до конца марта закончить эту объездную дорогу, и тогда Мгм. у нас получается вот эта объездная дорога позволит просто вот, как бы скажем, без остановки проезжать крупногабаритным автотранспортным средствам через пункт пропуска, получается. И сейчас еще прорабатывается вопрос с узбекской стороной, потому что когда проходят лопасти, к примеру, на пункте пропуска Бауыржан-Хонсбаева на Туркестанской области, в Мгм. сторону Узбекистана, когда направляется, проблема возникает, мы останавливаем все другие транспортные средства, опустошаем пост, чтобы вот эта длинная лопасть проехала. То Мгм. есть, Мгм. сами понимаете, да, как влияет на пропускную способность других автотранспортных средств. Ну, с учетом этого сейчас вот прорабатывается как раз вопрос с Узбекистаном открытия целины пункт пропуска для Мгм. крупногабаритных автотранспортных средств, где вот, в принципе, я вот сам даже ездил, смотрел именно географически расположен данного КПП. Это и пункт пропуска, ну, контрольно-пропускной пункт, но, тем не менее, сейчас соглашение с казахстанской стороной уже полностью по открытию КПП целинный для крупногабаритных автотранспортных средств уже Казахстан проработано, МИД уже направила к узбекской стороне, там потому что соглашение есть, и в это соглашение Мгм. надо протоколом внести изменения, чтобы мы именно два пункта, два КПП сделали, то есть создали возможность перемещения именно вот крупногабаритных Мгм. автотранспортных средств. Для этого нам нужно менять, ну, то есть внести изменения в соглашение. И это вопрос казахстанской стороны. Мы уже изменения согласовали, направили в Узбекистан. Сейчас Узбекистан проводит внутригосударственные согласования. Как Узбекистан подтвердит, он подпишет. Я думаю, тоже первое полугодие, даже может и раньше, этот вопрос решится. Тогда мы, в принципе, проблему с крупногабаритными автотранспортными средствами можем, я считаю, можно будет решить. Спасибо. Да. То есть в этом году проблема эта будет решена, скорее всего, в первом полугодии этого года. Ну, как бы вот я вот прогнозирую так. Да, ну мы не, да, понятно. Ну, может и Сле- раньше, может и раньше. Да. Следующий вопрос задает бухгалтерия. При импорте из РФ автомобильным транспортом, консолидированным грузом организация формирует СНТ, но при прохождении границы не всегда СНТ подтверждается таможенным инспектором. Далее для подтверждения СНТ формируется заявка на подтверждение в Telegram с СНТ Approval Bot. Но не все пропускные пункты подтверждают даже через бот, что создает неудобства в работе, так как мы обязаны получить подтверждение. Как быть с организацией? Как быть организацией? Почему кроме КПП Кайрак никто не подтверждает через этот самый бот? Габит. Так, Михаил, можно данный вопрос я ответ, что предоставлю слово своему коллеге Жуматаеву Сейфуле Сагидулаевичу, заместителю руководителя управления администрирования НДС. Как раз Да, он давайте, может это будет даже комментировать этот намного вопрос. лучше. Сейфула Сагидулаевич, вам слово. Да, добрый день, коллеги, добрый день, Добрый день. участники данного проекта. Да, на сегодняшний день этот вопрос актуальный. Много жалоб поступает по неподтверждению СНТ своевременности. Основной причина неподтверждения СНТ при пересечении границ – это импортерами при оформлении СНТ не всегда указывают госномера автотранспортных средств. И водители, то есть перевозчики, при пересечении СНТ не всегда, не все СНТ предоставляют сотруднику для подтверждения. Почему? При консолидированном грузе
они не все СНТ предоставляют, чтобы проехать быстрее. И в конце импортеры страдают и пишут разные чаты, разные сайты для подтверждения СНТ. На сегодняшний день мы обязали при оформлении СНТ указать госномер. Обязательно сделали на сегодняшний день. Теперь при пересечении транспорта, то есть СНТ, уже инспектор видит автоматом, что на этом транспорте есть сколько СНТ, и будет запрашивать и подтверждать после сверки. А чат-бот и другие сайты на сегодняшний день работают не только в Кайрак, и все территориальные ДГД приграничные работают в усиленном режиме. Этот вопрос на особом контроле самого председателя ГАС. Да, Мы спасибо. стараемся. Да. Следующий вопрос задает Гульнара. Какой перечень документов должен предъявить водитель транспортного средства с грузом при прохождении через пункты пропуска? А также должен ли он иметь при себе распечатанную первичную СНТ, либо достаточно предъявить регистрационный номер СНТ? Вот перечень документов, и СНТ должно быть распечатано или достаточно лишь только номера? Нет, СНТ распечатан не обязательно. Мы сейчас, еще раз повторяемся, мы в новом правиле СНТ, в правилах оформления и заполнения СНТ, мы указали там, что при пересечении представитель его водитель должен предоставить номер СНТ, номер регистрации СНТ. То есть не обязательно там копии СНТ распечатывать, либо другие документы. Достаточно только регистрационный номер СНТ предоставить сотруднику, и они дальше сами электронно уже проверят и подтвердят. Угу. И на первую часть вопроса, какие необходимы документы для прохождения транспортного средства с грузом при прохождении через пункты пропуска? Для прохождения подтверждающие сопроводительные документы на то или иное товар, который они перевозят. И все, другие документы не обязательно. Ну вот, который перечислял Габит буквально не так давно. Да. Если товар входит в перечень специфических товаров, то обязательно должны быть разрешительные документы, либо товар из перечня изъятия, то должен быть копия СФ, заверенным органом государственных доходов. Угу. Остальные все подтверждающие документы на товары, и все. Принято. Следующий вопрос задает Ангелова Любовь. Здравствуйте. Вчера с сыном проходили таможню Акжол в Бишкек. У меня женщина, пограничник, забрала документы, мой паспорт и загранпаспорт сына. Ему 13 лет. Не отдавала мне документы и просила предоставить свидетельство о рождении ребенка. Мы много раз проходили таможню в год, раз 20. Так как мы с сыном родились в Казахстане, мы его граждане и любим родину. Папа мой до сих пор там живет. Мы его навещаем. И ни разу не было такого, что документы забирали и требовали свидетельства. Всегда доброжелательные попадались на таможне. У меня один вопрос. Эта женщина-пограничник имела право отбирать документы, не отдавать и требовать свидетельства о рождении? У меня с ребенком одна фамилия. Когда отправляла своего ребенка с моими родителями, у них разные фамилии, даже тогда спокойно пропускали, ничего не требовали. Как это прокомментируете? Этот вопрос, мне кажется... Это больше, наверное, не к вам, да? Это больше, я думаю, по погранслужбе. Погранслужбе, да. В компетенции госдоходов не входит проверять физических лиц. Ангелова Любовь, мы вопрос обязательно зададим погранслужбе. Вот, я думаю, что они ответят на ваш вопрос. Следующий вопрос. Сауле
Капарова задает вопрос по процедуре прохождения АТС при перемещении грузов. Компания занимается экспортом товаров в ЕАЭС. Товар подлежит экспортному контролю, но не входит в перечень для заверения СФЭ. Нужно ли каждый раз запрашивать письмо у Управления госдоходов о том, что СФЭ на товар не подлежит заверению органами Управления госдоходов? На таможне товар не пропускают? Такой вопрос. Да, вопрос здесь чуть непонятен, но я постараюсь ответить. Угу. Если товар не входит в перечень изъятия, то не обязательно с собой брать заверенную копию СФЭ, которую органам государственных доходов заверяет. А если товар входит в экспортный контроль, перечень экспортного контроля, то данные товары при экспорте либо при импорте обязательно брать разрешительный документ с уполномоченных органов. То есть всегда при прохождении таможни необходимо брать разрешение у органов Управления госдоходов? Не управление госдоходов. Разрешительные документы выдаются уполномоченным органам, другими. Все, понятно. На эти товары. Мы же не знаем, какие товары они будут вести из перечней данных товаров. Так, следующий вопрос задает Масалимова Алия. При прохождении пунктов пропуска на казахстанско-российской границе КПП Сырым, КПП Таскала, нетаможенные грузы, перемещаемые в рамках ЕС, досматриваются без проставления отметок в СМР и без составления актов досмотра. Когда перевозчики требуют оформления актов, им мотивируют тем, что пломбы нетаможенные, соответственно, акт составляться не должен. Но при этом целостность пломб нарушена. Сохранность груза под ответственностью перевозчика. Можете, пожалуйста, прокомментировать правомерность действий сотрудников указанных КПП? В связи с 12 пакетом санкций ЕС грузопоток через Каспий увеличился и продолжает увеличиваться. Какие действия предпринимаются для увеличения пропускной способности пункта пропуска Курык? И бывают случаи, когда при прохождении КПП водитель предоставляет инспектору документы на грузы и СНТ. Есть устное подтверждение от инспектора, что СНТ принято и подтверждено, но как получатель груза мы видим, что СНТ не отмечено. Хотелось бы понимать, это сбой системы и как водителю можно удостовериться об отметке СНТ. Вот такие 3 вопроса Алия задала. Давайте на первый. По первому вопросу мы заранее, вот этот вопрос мы знали же, мы спрашивали, анализировали посты КПП Сырым и Таскала. На сегодняшний день этих постах досмотр нашими сотрудниками не проводится. То есть досмотр и осмотр проводится только по специфическим товарам. А выяснилось, что досмотр проводит пограничная служба. И акты не выдает. Наши сотрудники, если проводят, соответственно, есть, дает акты досмотра и осмотра. Выдает. Так, по первому вопросу, это, мне кажется, вопрос к погранслужбе. Да, больше пограничников. Да. Понятно. Теперь вопрос по третьему вопросу. Давайте. Да. По третьим, не по санкциям, по третьим. Ну давайте, по третьим. Хорошо. Отвечу. По подтверждениям СНТ, вот у нас, не помню, 5-й или 4-й вопрос был похож такой же. СНТ подтверждается сотрудниками по тем СНТ, которые им водитель, либо представитель импортеров выдали, либо дали рек-номер данных СНТ. А по другим СНТ, если они не видят, не могут подтвердить. Также водители при консолидированных грузах, которые перевозят, они не всегда все СНТ выдают. Может, ошибка там. Поэтому мы этот вопрос уже взяли на контроль. Сейчас изменения и дополнения данных правила провели.
Теперь данный вопрос, наверное, не будет больше беспокоить. Все, ну и по третьему, вернее, по второму вопросу, тут вот как раз таки Габит рассказывал о том, какие модернизация происходит контрольно-пропускных пунктов таможенных. Я думаю, что Алия на второй вопрос вот в таком формате прослушает или уже участвуя в этом эфире, слышала. Да, Габит? Если я правильно понимаю. Ну, то, что поток грузов увеличился в связи с санкциями, 12-м пакетом санкций ЕС, через Каспий увеличился, и там необходимо действия, какие действия предпринимаются для увеличения пропускной способности пункта пропуска. Это по Курок, да? Это да, Курок, да, там говорится, да, по-моему? Верно, да? верно, да. Курок. Вот, да, Курок, я вот вижу. Там по Куроку есть упрощение, которые органами госдоходов, то есть проведена. Это вот, то есть когда паром приходит, сначала комиссия собиралась из представителей госорганов, затем комиссия поднималась на борт и проверяла документы, грузы, и только после этого начиналась выгрузка товаров с парома. А с учетом, в госорганах много же бумажных волокитов, и время это, пока соберется комиссия, это же время. И на данный момент, то есть при сборе комиссии одновременно уже начинается проверка документов и выгрузка. То есть комиссия пусть собирается, а выгрузка пусть не стоит. То есть выгружаем. Вот это уже механизм реализован. И то есть время получилось так, мы анализ провели, там сократился где-то час, где-то 1,5-2 часа примерно, 1,5-2 часа где-то выходит. Сэкономили время, скажем. Оптимизировали процесс как раз. Да, и также акцент пункта пропуска сделан на контроль с использованием инспекционно-досмотрового комплекса в системе. То есть ИДК, он же позволяет осмотреть содержимое в грузовом отсеке без их вскрытия. И если подозрения обнаружились, то во избежание простоев на границе, например, мы механизм сделали так, чтобы досмотр там не проводился, а в пункте назначения, куда товар следует, там таможенный досмотр будет, например, проводиться. То есть, и также Курок сам оснащен инспекционно-досмотровыми комплексами, автомобильный тоже есть, железнодорожный есть, то есть он современный, и направления они разделены на экспортные и импортные. То есть, она позволяет избежать скрещивания потоков. То есть, эти все внутри пункта пропуска немножко пересмотрели технологию, да, перемещения. Примерно такие упрощения. Также мы, чтобы, опять же, увеличение пропускной способности, в целях увеличения пропускной способности, штатная численность Хоруха, например, тоже увеличена. Принято, спасибо. Следующий вопрос задает Нигманов Ильдар. 9 декабря 2023 года было проведено обновление информационной системы ССП версия 4.2.0, в рамках которого помимо иных изменений были добавлены требования по подтверждению СНТ на импорт-экспорт товаров, а именно для СНТ, оформленных на ввоз или вывоз товаров между РК и странами ЕС, кроме территории СЭС, в которых в разделе Е сведения о перевозке в поле 39 вид транспорта указан вид С. Воздушный, по которому необходимо обязательно подтверждение сотрудникам УГД. Таким образом, оформленная СНТ на ввоз-вывоз товаров на территории государств членов ЕАЭС подлежит подтверждению специалистов органа государственных доходов, в том числе ввезенных-вывезенных товаров посредством воздушного транспорта. При этом для подтверждения СНТ на товары, доставленные воздушным транспортом, не предусмотрен механизм подтверждения через чат-бот, как это сделано для наземных пунктов пропуска. В связи с чем просим предоставить контакты специалистов ОГД, которые уполномочены подтверждать СНТ на товары, поступившие в международные аэропорты городов Астана, Алматы, Шымкент и так далее. Просят.
включить чат-бот для подтверждения, ну и дать контакты, кто это сделает. Да, этот вопрос на сегодняшний день актуален. Насчет создания чат-бота уже работает над этим вопросом. Как выработаем данный чат, всех уже будем сообщать всем. А насчет контактных данных всех сотрудников, именно уполномоченные подтверждать СНТ, на сайте этих же ДГД, они уже размещен на сегодняшний день. Мы эту информацию также разместим, предоставите, мы ее разместим с записью данного введения. Ильдар продолжает задавать вопросы. Выписали СНТ на импорт, сотрудник ОГД на границе подтвердили ее. Сейчас выяснилось, что СНТ выписали не на ту компанию. При этом в соответствии с пунктом 18 правил оформления СНТ номер 1424 не подлежит отзыву СНТ, оформленное при ввозе-вывозе товаров на территории с территории Республики Казахстан, на территории государств-членов ЕС, по которым имеются подтверждения факта пересечения государственной границы Республики Казахстан. Выписка исправленной СНТ также невозможна, так как необходимо изменить получателя. Что нам делать в данной ситуации? Будет ли за это штраф? Да, на сегодняшний день изменение и удаление, аннулирование СНТ после подтверждения сотрудниками ОГД исключен. В связи с этим данный плательщик имеет возможность обратиться в ОГД по месту регистрации, и они дальше проработают данный вопрос. По административным мерам мы сейчас точно не можем ответить, так как в каких случаях и какие моменты у него непонятно на сегодняшний день. Я думаю, тогда мы порекомендуем Ильдару обратиться в место ОГД, где он может получить ответ на свой вопрос. То есть какая мера ответственности и вообще существует ли она для него. Возникнет ли она для него. Это все вопросы, которые поступили у нас до прямого эфира. Уважаемые участники, время, к сожалению, подходит у нас к концу. Я думаю, что те, кто задал свои вопросы, получили на них ответы. Выражаю благодарность сотрудникам Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, что приняли участие в прямом эфире по достаточно такой серьезной тематике. Она у нас намечалась узкая, но с Габитом Уразовым у нас должен был быть диалог, но получилась конференция. Это очень хорошо. Спасибо вам, что всегда приходите и открыты для разговора, разъяснения, донесения информации. Это говорит о том, что действительно органы госвласти, в частности Комитет госдоходов, работают максимально на результат для реализации поставленных задач, в том числе главой государства, и для повышения благосостояния нашей страны в целом. Габит, пару минут, вернее уже пару минут даже уже нету, пару слов в завершении. Коллеги тоже, я думаю, что есть что сказать. Пожалуйста. Спасибо большое, Михаил, за представленное слово. Хочу поблагодарить, во-первых, всех участников внешнеэкономической деятельности. Призываю тесно, сообща с госорганами, отрабатывать совместно все вопросы, возникающие проблемные, если вопросы есть. Мы всегда готовы, открыты к диалогу, к любому, в любом направлении. Пусть даже будет не только таможенные, но и около таможенные, если вопросы есть. Мы, Комитет госдоходов, готовы выходить за рамки своих возможностей, в том числе в рамках компетенций, да, чтобы в целом работа была плодотворной и не зацикливаться, мы готовы также не зацикливаться на одном узком направлении, мы масштабно развивать и должны сейчас, тем более транзитный потенциал, глава государства ставит задачу, чтобы мы развивали транзитный потенциал страны, и в рамках этого все бизнес-процессы, таможенные операции,
контрольные функции мы должны максимально совместно с вами оптимизировать именно на границе. Пусть, если даже вопросы имеются на внутренних таможенных постах каких-то, мы всегда готовы обсудить проблему, предложения, проекты, инициативы любые. Мы всегда открыты. Спасибо большое за внимание и спасибо за вопросы. Сегодня обсудили очень актуальные вопросы. Да. Я думаю, мы смогли с коллегой раскрыть тему нашего сегодняшнего совещания. В целом, большое, огромное спасибо. Спасибо, до новых встреч, успехов вам, До свидания. сил. Все будет хорошо.